Участники продолжают битву за право пройти в полуфинал. Сегодня мы узнаем, кто останется в шоу, а кому придется вернуться домой. Это проект «Первый на кухне», и мы продолжаем готовить. Я верю в то, что всегда верила, что мужчина готовит лучше. Так как я сегодня единственная девушка, то мне кажется, мне будет немного сложнее. Я пришел принять участие ради спортивного интереса, проверить себя, насколько я могу что-то приготовить вкусно. На первый взгляд мне показалась эта идея хорошая до того момента, пока я не пришел сюда. Но потом, когда мы с ребятами виделись, я увидел, насколько они такие, повара. Имеется в виду не настоящие, а такие как бы домашние поварята. Вот. То мне показалось, что, с ними придется конкурировать. Я пришел сюда, чтобы проверить себя, свои навыки. Единственная девушка сегодняшнего тура – Марина Иванова. Всю жизнь посвятила себя туризму. Больше всего на свете любит путешествия, а также постигать различные секреты кухонь мира. Всегда привозит с поездок традиционные местные приправы и соусы. Любит работать со сложными рецептами и не боится незнакомых блюд. Юрий Забегин. Женат, 2 сыновей. Спортсмен, мастер спорта по дзюдо. Готовить нравилось всегда. Экспериментировать, находить новые рецепты, соусы, превращать весь процесс произведения искусства – главное хобби нашего героя. Василий Зырянов – отец 3 детей, ведущий культурно-массовых мероприятий, режиссер эстрады и театрализованных представлений. Любит турпоходы, охоту, рыбалку и тренажерку. Обожает кататься на мотоцикле, путешествовать и знакомиться с кухней разных народов и стран. Готовить любит, но лишь изредка балует близких своими кулинарными шедеврами. Михаил Лебедев. Любимый муж и заботливый отец. Готовить начал еще в детстве и в своих мечтах видел себя в белом кителе и поварском колпаке. С годами детская мечта поменялась, и сегодня Михаил инженер-геодезист. Но это никак не повлияло на любовь к готовке. Наш герой также обожает открывать новые рецепты и пробовать новые блюда. В прошлом выпуске 4 кулинаров предстояло продемонстрировать мастерство по лепке пельменей. В этом марафоне Михаил отстал от своих коллег по кухне, но не теряет надежды. Сможет ли он сегодня обогнать других конкурсантов? У меня осталось самое проблемное, это мучное, которое я говорил. Не знаю, попытаюсь успеть. А так у меня курица готова, гарнир очень быстро сделается, соус тоже готов, осталось только пельмени и соус к пельменям. Все-таки меня начинает волновать чрезмерное спокойствие и неторопливость Михаила. Он только приступает к лепке, а ведь пельмени еще нужно остудить перед приготовлением. Неужели это заявка на вылет? Между тем, до конца тура осталось совсем немного времени. А почему Миша все время молчит? Он там что-то супер вкусное готовит? Супер шедевр? А надо же ложкой. Вася, посмотри, что Миша готовит. Миша? А вроде все начиналось так хорошо, да? Говорил больше всех там, а там... У самого кривые пельмени. Кстати, мы же с тобой договаривались, что ты мне сделаешь пельмени, а я тебе дам Посмотри сначала. сливочное масло. Осталось 35 минут. У меня все замечательно, все готово. Так что 2 соуса у меня готовы. Пельмени у меня варятся. Форма, конечно, не очень, но я думаю, что на вкус они будут очень вкусные. Овощи для мяса у меня готовы. Курица у меня маринуется. Соус очень классный. Так что у меня все замечательно. А нет, я забыла тыкву. Сколько там осталось минут? А тыкву вообще в овощи добавляют? Нет?
Единственную тыкву и, кстати, ключевой сезонный ингредиент разделили между собой Василий и Марина. Но участники до сих пор не знают, что с ним делать, а ведь он может помочь им пройти в полуфинал. Я тыкву на самом деле, да, не то, что я ее не пробовал, я ее видел только на Хэллоуине с дырками и все. А так я вот из тыквы прям блюда такие, ну, особо прям не ел, никогда не пробовал. И не знаю, какова она будет на вкус и какова ее консистенция вообще. Но я хочу сделать что-нибудь такое, типа рагу из тыквы. Вместе с помидорами, с этими, с морковкой. Что-нибудь такое прикольное. Я не знаю, зачем я взяла тыкву, но я попробую ее зажарить с овощами. У меня самый грязный стол, да? До конца тура осталось только 30 минут. Каждый старается во что бы то ни стало уложиться по времени. Михаил приступает к курице. У участника довольно интересная задумка. Я решил его сделать по методу купажол. Вместо свинины будет курица. Купажол – это свинина в кисло-сладком, как то есть панировки. будет курица в кисло-сладком соусе? Ну, не в кисло-сладком, а именно внешний вид будет как в этом, как панировки. Очень интересно, что Михаил придумывает на ходу столь сложные блюда, ведь большую часть времени он проводит по работе в полевых условиях. На поле бывают разные, да. Но в основном готовим то, что заранее покупаем иногда. То есть мясо с собой не возьмешь, так как оно быстро испортится. В основном это тушенки, крупы. Овощи тоже очень быстро портятся, поэтому сухие овощи же есть, смеси перцев, лука и так далее. В основном так, пару недель можно попитаться, а потом домой прийти и опять вредное что-нибудь покушать. Тихо, но уверенно к финишу двигается Юрий, и мужчина успевает даже экспериментировать. Рубленые котлеты из курицы будут. Ни разу не делал. Будем пробовать. Посмотрите, Михаил уже жарит сейчас курицу. У меня уже картошка сварена, пельмени тоже. Поэтому, в принципе. Участники осталось 35 минут. Это полный вообще. А все нужно дожарить, да? Или не обязательно? Можно же чуть-чуть пожарить, да? Чисто Главное, это, да? чтобы было 2 порции. 2 порции. По правилам шоу на оба блюда участникам дается ровно 90 минут. Также нужно не забыть про подачу. Мясо курицы можно подвергать всем видам тепловой обработки. Его варят, тушат, жарят, коптят и запекают. Но какая именно подача будет оценена шефами? Каких кулинарных подвигов ждут эксперты? У них главный ингредиент курица, значит, из курицы они смогут приготовить различные виды сложных блюд. Это могут быть рулеты. Они соусы могут приготовить на различных ягодно-фруктовых основах. Они могут приготовить соусы на основе сливок, грибов. Там очень много у них различных видов продуктов. Филешечка такая сладенькая, классненькая, такая вкусненькая. Вместе с овощами. Бам! И там еще соус получается. Соус мы сейчас еще замешаем. Добавим туда сливочек, добавим туда соевого соуса, маслица и чесночка. И он получится вообще божественный. Судя по рабочему месту Марины, можно предположить, что девушка находится во власти хаоса и меняет свой план на ходу. Очень интересно, что в итоге получится. У меня готово только картофель, пельмени, фарш для моих котлет. И все. Мне кажется, что я не успеваю жестко по времени. У меня к тому же нет еще сливок, поэтому я могу остаться без соуса. Короче, когда судейская коллегия будет у нас пробовать, да? У меня точнее. И они скажут, фу, что так недожарено, что так это. Но, если вот так вот все мешать и вот следить, чтобы было все у нас варилось,
чтобы было все четко. Смотрите, как вкусно. О, белиссимо! Это же ПП кухня. Ребята, маслом надо здесь мазать? Нет, они сказали на пергамент ложить. А пергамент дайте мне, пожалуйста. Вася. Окунул я их в крахмал, можно сказать, и добавил соевого соуса, перемешал. Получилась вязкая консистенция. Так, и теперь жарим. Главное, чтобы надо ложить поодиночке, иначе они все слипнутся. И жарим до золотистой корочки. Оп. Так тоже умеем делать. Засвинячили полностью всю кухню. Вообще тут просто бардак. Нам, кстати, сказали, когда вот только мы начали, получается, сюда только пришли, нам сказали, типа, если засвинячите кухню, будете сами ее убирать. Зима – это то берег ледяной, холодный, и желанна только кружка горячего чая. То лед, утаивший застывшие пруды в ожидании лопат и коньков. Позднее утро и ранний закат, что на стенах рисуют узоры. И не может быть утро недобрым, без тепла и уюта в душе. Сохраните тепло с Хозмаркет. Участники чувствуют себя на кухне уверенно. А ведь в самом начале была совершенно другая картина. Курицу надо посмотреть вообще, какая часть курицы целиком она будет, или какая-то определенная часть курицы, и уже от этого отталкиваться, что будем готовить из них. У курицы есть определенные идеи, но надо посмотреть, какие продукты там есть. Можно приготовить курицу, неважно с какой части, главное ее приготовить вкусно. Вот с гарниром и, как сказали, соусом, да. Ну, постараемся сделать. Жалко то, что нету ютуба, и приходится придумать все из головы. Но с курицей, думаю, справлюсь. Соусы и приправы являются практически самой важной составляющей в мире кулинарии. Даже самое на вид простое блюдо может заиграть яркими красками, если добавить нужные нотки в соусе. Чтобы одновременно время не терять, стоя у плиты, жарка курицы занимает очень много времени, и одновременно, чтобы два дела сделать по-быстрому, я решил соус сделать курицы, а к пельменям потом сделаю. Расскажите подробнее об этом соусе. Это импровизированный соус. Я решил взять клубнику и добавить к нему немного цитруса, то есть апельсина. Добавлю сахар, и получится как бы клубнично-апельсиновое варенье. Я делаю облепихово-чесночный соус. Сейчас добавлю немного немного меда и приправлю. Это будет соус курицы. Сейчас надо на слабом огне. Какие нотки должен добавить этот соус курицы? Не слышу? Какие нотки должен добавить этот соус курицы? Почему такой соус выбрала? Потому что я успела взять только облепиху. Но, честно, в принципе, соус из облепихи подходит к любым видам мяса, курицы. Но, если честно, это первый раз я делаю облепиховый соус, но посмотрим, что из этого выйдет. Все это взять, соевым соусом залить потом. Или соусом, который я приготовил на основе тыквы, морковки и лука. Вот, будет вообще классно. Сохранить бы эту уверенность до конца тура, ведь времени остается все меньше, а работы еще очень много. Главное – уверенность. Похоже, это девиз Василия на сегодня. Участник старается не показывать волнения своим конкурентам, но все-таки в голосе заметны нотки сомнения. Как вообще? Как так можно готовить нормально? Ну, я надеюсь, что у всех все вкусно будет. Ну, посмотрим. Вася там что-то ходит. Мне кажется, Вася пришел просто поразвлечься, и ему не нужна победа. А я пришла сюда, чтобы победить. Мне кажется, все успевают, у всех все хорошо. У кого лучше всего, по-видимому, получается? Я не знаю, я даже, если честно, не смотрел, пока пытаюсь успеть приготовить
свое блюдо, поэтому нет времени даже глянуть на соседей. Стараясь впечатлить своих коллег по кухне, Василий порой забывает уделить внимание своим блюдам. Кажется, приоритеты расставлены не очень верно. Жестко соленый. Он соленый из-за сыра. Овощи бам, курочку бам, этот там, пельмешки чик-чик, все, да? Вы уже закончили все? Я красавчик. Скажите мое имя. Миша, а ты все закончил? Он что, такое тесто Нет, раскатывает? еще. У меня пельмени только в процессе. Юрий, осталось 15 минут. Уже почти что все готово, кроме одного соуса еще. А так, в принципе, ну им надо все выложить. Аккуратно засервировать. Пюре что-то у меня не получилось, оно сильно жидкое. С чего-то оказалось. Это так. Ну, соус я делаю. Сейчас посмотрим, что будет. Вы вообще укладываетесь по времени? Ну, думаю, успею. Постараюсь. Василий уже приступает к сервировке, но, похоже, не все пельмени пройдут кастинг и окажутся на дегустационных тарелках. 2, 3, 4, 5, 6. Надо вот такие неуродливые брать. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три. Мы с детьми, короче, пельмени лепим. Чё вы там, чё там это? Сейчас сам понимаю, то, что что-то далеко не ушел. Вот и финишная прямая. Все стараются отличиться, ведь каждый пришел на шоу только за победой. Только победа и ничего кроме. Идти вперед и никогда не сдаваться. Только вперед, только к победе. Я так вижу, я свободный художник. Вот так вот можно сказать. И правда, сервировка – это полет фантазии. Но смогут ли участники воплотить задумку в реальности – это уже совсем другая история. Таким не должно быть. Оно, говорю, таким не должно быть. Поэтому мое блюдо не получилось, мне кажется. Помидорка. Я украшаю всякой разной штучкой и Зелень, которая уже завяла. Надеюсь, картофельное пюре получилось нужная консистенция. Но меня беспокоит то, что участники снова выкладывают сырые необработанные овощи. Ведь сколько раз было сказано, так делать нельзя. Тепловую обработку надо произвести все-таки фруктам и овощам, которые они используют. Вот она овощи могла бы припустить или потушить. Что только Василий не планировал приготовить из тыквы и рагу, и пюре. Что же в итоге вышло у участника? До конца тура ровно 5 минут. Пока все колдуют над сервировкой, у Михаила неравная борьба со временем. Вообще не успеваю. У меня остался гарнир и соус. Соль у кого есть? Еще и соли не хватило, а ведь планы были просто грандиозные. Эх. Никогда раньше кулинары так спокойно не украшали блюда. К сервировке предыдущие участники всегда приступали только на последней минуте тура. Но в этот раз все по-другому. блюдо должно быть не просто вкусным, оно еще должно быть простым в приготовлении. В отличие от предыдущей четверки, где взаимовыручка была на первом месте, сегодняшние конкурсанты во главу угла ставят собственные интересы. Мне кажется, блюдо на вкус не очень у Василия, потому что, мне кажется, этот человек пришел сюда не за победой, а просто поучаствовать. А надо же ложкой. Вася, посмотри, что Миша готовит. Миша? Да. Он, короче, что-то не успевает. А ведь Михаилу сейчас помощь была бы очень кстати, но он остался один на один со своими еще сырыми блюдами. 4, 3, 2, 1. Все, время вышло. Такого еще у нас не было. Один из участников не успел выложить ни одно блюдо для дегустации. Так, вроде все шло по плану, но у меня пельмени.
особо не получились. То, что я вначале говорил, у меня мучное не получается, вот с ним у меня осложнения вышли. Первое же блюдо вы вроде приготовили, почему не выложили? У меня гарнир к нему еще не готов. То, что Михаил не успел, это, конечно, жалко, но, надеюсь, другим участникам это на руку. Мне кажется, он выбрал сложный декор, это вырезать помидорки и готовить соус такой сложный какой-то тоже он выбрал. Почему не успел? Потому что, мне кажется, он выбрал слишком сложный ход своих мыслей и действий. Не расстоялся по времени и не успел. Позволят ли ему эксперты хотя бы просто продемонстрировать блюдо, ведь он пришел в шоу именно за оценкой экспертов. Я пришел сюда, чтобы проверить себя, свои навыки. 1,5 часа прошли незаметно. Пришло время экспертам оценить ваш труд. Прямо сейчас блюда отправляются на дегустацию. Впервые в шоу «Первый на кухне» участник не уложился по времени. Пока блюда остальных отправились на дегустацию, Михаил все еще продолжает готовить гарнир. Ко всеобщему удивлению, эксперты решили пойти участнику навстречу и все же дать возможность докончить работу. Семен Тарбахов, победитель отборочного тура WorldSkills Russia, шеф-повар ресторана «Мусхая». Саргылана Винокурова, преподаватель спецдисциплин Якутского технологического техникума сервиса, главный эксперт по компетенции «Поварское дело». Николай Атласов, член Национальной ассоциации рестораторов, ательеров и туризма Ассоциации гостеприимства Республики Саха-Якутия, шеф-повар этноусадьбы Атласовых. Первым в этот раз шефы оценят блюдо участника под номером 2. Что же скажут шефы о работе Василия? Блюдо сочное, гарнир, подобран, конечно, скажем, сезонность, да, блюд учтено. Можно было грибы сделать в соусе, прямо видимо, декорировал грибами. Соус несъедобный. Я могу сказать, как свободный художник, я не являюсь профессионалом, я художник, кулинарный художник. Я могу сказать так, я так вижу, вот и все. Мясо классное. Твердая пятерочка. Мне не нравится консистенция прям соуса, можно доработать. И овощи у нас, они просто, грубо говоря, отварные. О, белиссимо! Это же ПП кухня! Пришло время попробовать пельмени самого опытного в этом деле участника. Пельмени, я думаю, у меня получились хорошо. Соус, который я приготовил для пельменей, я не пробовал. Честно, не знаю. Тесто тонкое, пельмени сами сочные, соль в меру. Вкусно. Сама консистенция как клей получился. Картофельное пюре мне не вышло так, как я его делал в блендере. Да? В прошлом был опыт, что не стоит это делать в блендере, но нечем было толочь его, я все-таки воспользовался им, оно получилось сильно жидкое. Насчет котлет тоже ничего не могу сказать. Сомневаюсь, что они прожарились. Тоже получается соль, все есть. Соуса. Соус классный. Котлета, Сочно. консистенция хорошая, но чуть, я думаю, он жарил это просто на сковороде без пергамента. Шефы приступают к блюдам единственной девушки нашего тура. Оценят ли эксперты блюда Марины и смогут ли они разглядеть женский почерк среди мужского ансамбля? Картофель только сырой, а все остальное съедобно, нормально. А что же скажут шефы об азиатских пельменях? Китайские пельмени, я уверена, что они очень вкусные, но, опять же, внешний вид у них совсем не такой аккуратный, как хотелось бы. Не надо лук такими большими кусками делать. Если это азиатская тема, то там внутри должны быть специи, которые напоминают Азию.
четвертый, именно если бы он при подаче, допустим, соус или вниз, или наверху как-то накапал, а лук бы тоненько-тоненько нарезал. А с какой бы. целью он лук положил туда вообще? Ну так чувствуется рука мужчины, такой, Ну что ж, пришло время попробовать блюдо Михаила. Первое блюдо никакое, пробуем второе. Съедобно, но не ярко. Получился ли у Михаила фруктово-ягодный соус, который должен был стать изюминкой блюда? Варенье подавать с мясом, то есть, ну, не то. Пришло время участников встретиться с шефами и узнать, кто же сегодня станет лучше. Только победа и ничего кроме. Идти вперед и никогда не сдаваться. Я так вижу, я свободный художник, вот так вот можно сказать. Выводы уже сделаны, и эксперты готовы огласить свой вердикт. К сожалению, Михаил не успел приготовить все блюда и не уложился по времени, и он автоматически выбывает из нашей гонки. Но, тем не менее, мы позволили ему докончить свои блюда, чтобы эксперты их продегустировали. Давайте сейчас узнаем мнение наших экспертов, пожалуйста. У всех есть какие-то минусы. У четвертого участника само блюдо было сочное, вкусное, но гарнир сырой. У третьего участника лепка очень идеальная, но пюре затянуто. Участник номер 2. Все классно, да, даже вот цветочек есть. Вот. Мог бы чуть-чуть прожарить его во фритюрнице. Вот. И соуса двух разных сторон стоит. Ну, можно было их как бы совместить, чтобы можно было, ну, 2 соуса взять и сразу в рот. Учитесь, читайте, интересуйтесь в современной подаче, дорабатывайте свои блюда. Итак, пришло время узнать, кто же получит фартуки полуфиналистов. Уважаемые эксперты, вам слово. Так, проходит у нас тур 2 и 3. Конечно, не ожидал, что я выиграю. Я вообще шибко не хотел сюда как бы идти. Моя супруга меня записала, настояла, чтобы я пришел на это шоу. И я вышел в полуфинал. Ну, в принципе, я рад, счастлив. Очень неожиданно с тем моментом. Ну, вы сами все видели, как готовилось все. На какой кривой сломанной ноге мы выехали, если можно так сказать. Когда эксперты сказали еще, что вот у тебя какой-то там непонятный соус, естественно, он непонятный, если он даже мне непонятный. Ну, спасибо большое экспертам за понимание, то, что они все-таки тоже художники, и они, видите, ну, художник художника видит издалека, как, собственно, рыбак рыбака. Вот. Марина и Михаил, надеюсь, вам было полезно узнать мнение наших экспертов, и вы продолжите свои кулинарные открытия. Я не прошла, я очень сильно расстроилась, потому что на самом деле я была в себе очень уверена. Я думала, что жюри все-таки учтет тот факт, что у Василия фарш недосоленный. Но Михаил выбыл автоматически, потому что он не успел. Я была уверена, что в финал пройду только я и Юрий. Так как я не успел по времени, я знал то, что я автоматически не пройду на 2-й тур, но я не отчаиваюсь. Это была проверка моих сил. Вот, будем расти дальше. В следующем выпуске мы встретимся с последней 4 отборочного тура. Какое же блюдо им достанется? Смогут ли они справиться с заданием и уложатся ли по времени? Мы узнаем на следующей неделе. Оставайтесь с нами и смотрите нас каждую субботу в 12:45. Это было шоу «Первый на кухне». До встречи в эфире. То если вы хотите участвовать, желаете проверить себя, обязательно примите участие. Вот такое шоу.